В столице Южной Якутии, в городе Нерюнгри, находится единственный в Якутии театр кукол. Он был образован в 1985 году, а его первыми актерами были выпускники Свердловского театрального училища. Через год после открытия в Нерюнгри приезжает молодой специалист Петр Скрябин, выпускник Щукинского училища по специальности актер драмы и кино. Уроженец села Тихтюр Мигино-Кангаласского района, когда увидел первые постановки в местном клубе, решил, что обязательно будет артистом. То, что приезжали на гастроли театры, допустим, Саха-театр приезжал, Нюрбинский театр, вот эти спектакли, вот это было вот единственное то, что я знал о театре, их спектакли, все. Вот, когда в сельском клубе происходило чудо, когда вдруг стены сельского клуба куда-то уходили, то есть они исчезали, и они, актеры, откуда-то издалека прибегали, когда далеко убегали. Потом я выходил на сцену, когда уже все уезжали, я выходил на сцену и смотрел, куда же они убегали, а там стены. Вот все, что я знал о театре. Почему-то так, не знаю, распорядилась, видимо, судьба так, что вот почему-то мне вдруг захотелось пойти на сцену, попробовать. Ну, и спрашивали на первом курсе, говорили, а почему ты решил стать артистом? Я говорил, ну вот артист – это же интересная профессия. Человек, который многолик, да? Он сегодня играет какого-то отрицательного героя, завтра, наоборот, положительного, да? Старика, молодого. Это же все очень интересно, такая работа интересная. Ну, почему-то я ну не знаю, проникся этим. Первое и единственное место работы Петра Скрябина – Республиканский театр кукол. Здесь он работает уже 38 лет. С 2014 года назначен директором. А когда только приехал в Нерюнгри, театр располагался в старом городе. Только потом, после пожара, театр переехал в новое здание с залом на 300 мест. Дело в том, что все-таки открывали театр все равно кукольники. Да? Это был курс кукольников Свердловского училища, ребята, целый курс же приехал. Вот, они открывали театр. То есть у них все равно было понятие, они все-таки знали, что они делают, в отличие от нас, которая называлась Якутская студия, вернее, Якутская труппа. Вот, и у нас был руководитель, который нас собрал, Федот Федотович Потапов, и Зоя Петровна Багнана. Вот, и они как-то работали с нами, то есть они тоже, наверное, особо большого понятия не имели, что такое куклы. Вот, мы тоже особо как бы не это. Ну, нам помогали наши коллеги с русской труппы. Вот, потом художники были очень хорошие. В студенческие годы молодой Петр встретил свою будущую жену, с которой сейчас их связывают долгие и счастливые годы брака, 4 детей и 7 внуков. А с супругой я познакомился у себя дома. Приехал на каникулы в свою деревню. Вот. Ну, студент же, надо как-то что-то подзаработать. Я пошел в клуб методистом. Тогда были агитбригады. Вот. Директор клуба Аркадий Новиков говорит, давай. Вот. Пришел туда, а там были практиканки с колледжа культуры, тогда назывался культпросветучилище. Вот. И девочка была хореограф. Вот. Ну, как-то было так с ней. Приглянулись друг к другу, познакомились. Вот. И уже через год женились. Петр Труханович прошел трудовой путь от артиста до директора. 30 лет назад был назначен режиссером-постановщиком. А с 2008 года работал в должности художественного руководителя театра. Осуществил более 40 постановок. Является одним из первых актеров якутской труппы театра. Владеет всеми системами кукол. Работал как в живом плане, так и в кукольных спектаклях. За плечами много ролей для детей и для взрослого зрителя. Я начал работать в этом театре с 2007 года, как закончил институт, приехал актером. Как раз тогда я и познакомился с Петром Трухановичем. Я тогда был актером, но все равно мечтал стать режиссером. И я так наблюдал, смотрел, подсматривал репетиции. Интересно было, как работает человек на самом деле. Как бы у него свой интересный стиль, своеобразный, да, и было интересно именно перенимать
опыт. В принципе, могу даже назвать его своим учителем таким неким. Конечно, он конкретно не преподавал мне, но когда уже начал делать спектакли, он подходил, где посоветует, где что исправить, где что это, направлял меня в нужное русло. И как бы без зазрения совести назову его своим педагогом, да, в этом плане. С ним очень интересно работать, считаю, очень талантливый человек, как руководитель тоже. За период становления и обретения профессионализма в биографии театра были творческие взлеты и падения, будни и праздники, радости и сомнения, надежды и иллюзии. Но вопреки всему театр «Кукол» рос, творчески развивался и постепенно вместе с движением времени завоевывал свое место среди театров России. За все годы работы Петр Скрябин рос вместе с театром. Здесь все происходило и менялось на его глазах. Состав, репертуар, декорации. И отвечать приходится за все, начиная от хозяйственной части, заканчивая творческой работой. Наш герой признается, что за всей этой суетой совсем не остается времени на отдых. Время свободное, ну, его практически нет на самом деле. На самом деле нет. Я вот не знаю, почему до сих пор меня это держит. Каким образом меня выдерживает дома. Потому что многие спрашивают, вас еще не выписали из дома. Вот. Потому что как бы, ну, работа такая сейчас. Я и художественный руководитель, и директор, поэтому многовато, значит, нагрузки. То есть, ну, приходится вот так вот чем-то жертвовать. Вот. Ну, редкие часы, когда там остается время для домашних дел. Вот, с собачкой гуляем. Вот. Кстати, это очень даже полезная штука, оказывается, что мы вот завели такого песика, потому что, ну, работа у меня сидящая получается в основном. Будучи актером, конечно, бегал по сцене, но это было очень давно. Я как только стал режиссером, сел, и работа сидящая получается в основном. Сейчас еще и в кабинете сидишь директорской, то все время сидишь. А тут надо выгуливать, ходить, и это здорово, помогает. Помогает даже, если даже не хочешь, надо идти. Несмотря на нехватку свободного времени, в семье Скрябиных есть свои традиции. Например, утренний кофе на природе. Каждый час, каждую минуту супруги стараются провести интересно и увлекательно. Мы очень любим путешествовать. Ну, путешествия, ну, разные. Можно загранпутешествие, можно в тайгу путешествовать, можно везде на машине кататься. И мы очень любим вот так вот вдвоем куда-нибудь ехать, выехать. Всегда, почти всегда находим время. Каждый день. И стараемся каждый день куда-то уезжать. Но это тоже как маленькое путешествие, потому что все равно идешь и что-то видишь, чего не знаешь, что-то узнаешь. Природа, она такая, это богатая на этот счет. Еще одна необычная, но очень красивая традиция – цветы без повода. Петр Труханович дарит букеты жене и дочерям не только в праздники, но и в будние дни. Я говорю, как вот ты вот это вот необычных букетов, я когда по нужде иду покупать букеты, там однотипные, ну, роза, а у нее всегда какое-то это другое. Он говорит, я иногда заказываю, иногда просто захожу, если хороший букет, я его покупаю обязательно, если он мне понравился. А если это, то сам собирает, оказывается. Быть женой творческого деятеля, руководителя всегда непросто. Оксана воспитывает детей, занимается хозяйством, но она не просто домохозяйка, а человек с тонкой душой и золотыми руками. Вся квартира украшена поделками ручной работы. Это куклы, разнообразные цветы и фруктовые композиции, украшения и рисунки. Большую часть игрушек разбирают дети. Очень много своих изделий Оксана дарит друзьям и близким. Символично, что Петр в театре работает с куклой. И у Оксаны любимые поделки – это тоже куклы. В таком творческом тандеме, дополняя друг друга, поддерживая и сохраняя свою любовь, супруги вместе почти 40 лет. Я очень люблю своего папу за то, что в трудные моменты он всегда меня очень поддерживает. Когда я поступала, он мне очень помогал. Он мне
дает мудрые советы, наставляет меня на путь истинный. Мама всегда меня поддерживает, всегда за меня очень переживает. И я не представляю других родителей. Я не представляю маму без ее игрушек, которые она вяжет, без ее картин, которые она рисует. Она делает все абсолютно и пытается меня этому научить, но у меня сердце к этому не лежит. Но я очень рада, что моя мама так много рукодельничает. И обожаю сидеть с родителями по вечерам, пить чай и много-много разговаривать. Мы очень любим разговаривать. Один из сыновей живет, работает в Хабаровске. У них с женой 2 детей. Младший Никита еще школьник, поэтому пока под родительским крылом. Старшая дочь живет в Калининграде, в их семье 5 детей. И в основу воспитания она закладывает те жизненные ценности, которые получила от своих родителей. Мои родители были и будут для меня всегда примером для подражания. Идеальных людей не бывает, но я считаю, что мои родители — это как раз лучший образец человека. Я стараюсь быть похожей на них практически во всем. Но особенно в нравственных, духовных качествах, каких-то характеристиках человека. Потому что я считаю, что в жизни важно быть не только мудрым, всезнающим каким-то там человеком, интеллигентным, да, вот это все. Но важно и сохранить в себе молодость души, сохранить в себе ребячество, сохранить в себе своего внутреннего ребенка. И вот мои родители, они как раз такие. Они люди творческие, и мама, и папа вдвоем очень творческие люди, у них душа нараспашку, они просто очень открытые миру, людям вокруг. И они никогда не пытаются кем-то казаться, они такие, какие они есть. И я надеюсь, что я тоже стала таким человеком, по крайней мере, я старательно стремлюсь к этому. Стараюсь быть честной перед собой в первую очередь, конечно, перед обществом, перед людьми, перед детьми своими, перед семьей своей. Мои родители, они верят в светлое будущее, в то, что люди вокруг себя меняют мир, меняют себя в лучшую сторону всегда. И поэтому, так как мы влияем на мир вокруг, то мы должны стараться и мир поменять куда-то в лучшую сторону, его двигать. Я считаю, что мой папа прекрасно справляется с этим. Его спектакли очень сильно трогают людей и влияют на них, и направляют их в каком-то смысле. Таким образом, я думаю, что папа меняет мир к хорошему, что он действительно меняет людей изнутри. Надеюсь, и я буду менять этот мир тоже. То есть, хотя бы своих детей, хотя бы свою семью я научу тоже видеть светлое, видеть хорошее. На рабочей площадке Петр Туруханович требователен ко всем. Тексты, звук, свет – все должно быть безупречным. Работники театра – это талантливые, артистичные и одаренные артисты. Многие награждены почетным званием «Заслуженный артист Республики Саха-Якутия». А уникальные мастера воплощают идеи художников и режиссеров, создавая неповторимых кукол совершенно разных систем и технологий управления, также костюмы, декорации и реквизиты к каждому спектаклю. Я в театре служу уже более 20 лет. Из Петра Турухановича, естественно, знаю с основания того, как я пришла сюда служить. Петр Туруханович очень отзывчивый человек, очень отзывчивый руководитель. То есть к нему можно обратиться с любой просьбой. Он отнесется с пониманием и, конечно же, выручит. И как руководитель, и как человек. В каких-то вопросах, я бы так сказала, он мягок. Хотя на репетициях
бывает так, что мы, конечно, достаточно жестко получаем от него, как актеры. Вот. В решении личных вопросов, мне кажется, любой из актеров может подтвердить то, что если к нему подойти и поговорить, он всегда пойдет навстречу. И это очень ценно и важно для нас. За годы своей работы театр утвердился, достойно зарекомендовал себя в культурном пространстве и с честью представляет Нерюнгринский район за его пределами. Режиссерские работы Петра Скрябина неоднократно были отмечены дипломами на республиканских, межрегиональных и общероссийских театральных фестивалях. Дважды он становился участником фестиваля «Золотая маска» со спектаклями «Аланхо» и «Человек». Я как бы ставлю не только кукольные спектакли в куклах, да, я еще ставлю как бы драматические спектакли тоже. И вот как раз эти были спектакли драматические, которые вот участвовали в большинстве фестивалей. Ну вот кроме «Золотой маски» и всех остальных, потом уже пошли как бы более такие серьезные кукольные работы. А начинал я все равно как драматический режиссер, получается. Ну просто школа своя, да, соответственно, как бы она все равно тянула туда. Вот. И вот этот Пушкинский театральный фестиваль, он был такой, обойма очень сильная была, то есть там театр Таганки, все, вот такие вот очень серьезные театры, и среди них наш театр кукол, который кукол города Нерюнгри был. Для меня это было очень такое прямо это, как эта гордость была внутренняя, что вот надо же, мы здесь, среди таких театров, в такой обойме выступаем в одном фестивале, то есть там был отбор сильный. Вот, не просто так заявку дали и вас позвали, да. Понятно, что география фестиваля всегда интересна организаторам, но тем не менее, как бы и работу нашу оценили тогда очень прямо так, критики положительно. Значит, Пушкинские горы, музей, этот комплекс полностью был закрыт, но в связи с тем, что мы очень удачно выступили, специально для нас сделали экскурсию, нас возили, наш театр, вот, по всем пушкинским местам. Вот. Ну и как бы, ну, понятно, что как бы наши республиканские фестивали, они всегда очень интересные. Вот мне, допустим, очень нравится участвовать всегда вот в фестивале «Сата» в городе Нюрба. Вот. Такой очень, какой-то очень домашний фестиваль. Очень такой, какой-то, ну, такой междусобойчик театральный, что ли. Наш именно республиканский. За 30 с лишним лет театр прошел большой творческий путь и порадовал своим искусством тысячи зрителей. Выпустил множество различных постановок, сыграл тысячи спектаклей не только на своей сцене, но и в гастрольных поездках. Ты смотришь работу своих коллег, да? Бывает, что попадаешь, а иногда наоборот, они здесь, мы там. Но тем не менее ты попадаешь в новую среду, в новую атмосферу, встречаешь другого зрителя. Наш зритель нас знает, чем мы дышим, да, чем можем удивить, чем можем огорчить. В принципе, знает тоже. Вот. А тут новый зритель. И он по-новому воспринимает новые какие-то эмоции дает, энергию новую дает. Вообще интересно, интересно. И площадка новая всегда, это как бы и сложности, потому что не у себя дома, да, сложности очень большие там и по свету, и по декорациям, и по всему, да. И в то же время это очень интересно, такой опыт. Всегда гастроль – это всегда опыт очень положительный. Благодаря гастрольным турам, обмену опытом и общению с коллегами рождаются новые идеи и постановки. Причем музой для творчества может быть любимая жена, дети, друзья, природа и сама жизнь. У меня есть замечательный друг Семен Ермолаев, драматург. Вот. Мы с ним очень в тесном контакте все время. Как бы. И вот когда что-то какие-то новые идеи у него возникают, он со мной делится, я говорю, пиши. И буквально вот, ну, много я у него прямо со стола взял пьес, прямо со стола, и ставил у себя в театре. Вот, много я его ставил. Ну, буду ставить дальше, он пишет, и сейчас пишет, и нынче у нас план есть совместной работы. Вот. Ну и потом, как бы, кроме того, что как бы вот какие-то интересные идеи, какие-то экспериментальные моменты, это всегда интересно, всегда хорошо, но есть еще вот так, как мы театр такой, да, репертуарный,
нужна касса. И кассу тоже делаем. Знакомые названия, знакомые сказки. Вот. Это тоже как бы, важная часть нашей работы, по большому счету. По инициативе Петра Скрябина в Нерюнгри дважды проводился межрегиональный фестиваль кукольных театров «Туллук», где собирались театральные коллективы со всего Дальнего Востока. Нерюнгринский театр актера и кукол сделал это. И за это коллективу театра, художественному руководителю этого театра Петру Турхановичу огромное спасибо. Нерюнгринцы, как взрослые, так и дети, с большим удовольствием посещают театр кукол. Сейчас репертуар многообразен. Любой зритель может найти постановку по душе. Нестареющая классика, любимые детские сказки, современные спектакли и многое другое. Ведь театр – это потребность человека в живом общении, в живой энергии. Театр актера и куклы является неотъемлемой частью и брендом культуры Нерюнгринского района. Все постановки востребованы зрителям, как юным, так и зрителям более старшего поколения. Причем все постановки всегда актуальны не только для жителей нашего района, не только для жителей республики, но и тогда, когда наш театр выезжает с гастролями. Конечно, в этом огромная заслуга самих артистов, но и в первую очередь видение тех людей, которые ставят эти постановки и воплощают их в жизнь. Петр Турханович является тем человеком, который с энтузиазмом и с интересом, и с глубоким проникновением относится к драматургии, как детской, так и взрослой, как к более современной, так и к новой. И это, конечно, явлено на сцене. Заслугой Петра Турхановича является участие этого коллектива в огромном количестве мероприятий. Кроме того, интересным моментом является то, что театр исполняет не только полные собственные постановки на своей сцене, но и театр всегда подключается к огромному количеству мероприятий, которые проходят в районе. Ни одно международное мероприятие, крупное республиканское мероприятие не проходит без артистов и специалистов театра. Стоит только вспомнить СИХ, на котором мы традиционно видим постановки, которые нам дарит этот театр. Хотелось бы сказать о том, что театр кукол у нас очень такое место замечательное, где собирается очень много всегда жителей города, и вообще не бывает даже свободных мест. Вот сколько ходишь на постановки, да, это говорит о том, что театр кукол востребован, и они постоянно делают синтез. Куклы, люди, куклы – это всегда очень интересно. Петр Турханович удивительный человек. Он очень доброжелателен, позитивный. И когда к нему приходишь с какой-то либо просьбой, он всегда идет навстречу. Хотелось бы сказать о его постановках. Удивительно то, что Петр Турханович делает свои спектакли в пластическом решении. Это очень редко кто из режиссеров берет эту форму. И еще то, что в его постановках всегда звучит удивительная музыка. Музыкальные подбирает он замечательные такие вставки, и поэтому я желаю Петру Турхановичу также дальше продолжать ставить новые спектакли, побеждать на фестивалях и всего-всего хорошего ему. Сохраняя традиции, театр развивается, ставит новые цели, ищет новые формы работы и готов к новым взлетам и переменам. Реализуются новые интересные проекты. И задача руководства – сделать все, чтобы творческий процесс дарил радость созидания и артистам, и зрителям.